Итак, хочу пригласить сюда на сцену директора Музея истории Екатеринбурга Сергея Юрьевича Каменского. Музей истории Екатеринбурга. Опыт вовлечения жителей в исследование и презентацию наследия города. Сегодня мы послушаем из уст самого директора Музея Екатеринбурга этот замечательный доклад. Достаем блокнотики, ручки, расслабляемся и впитываем как губка опыт Сергея Юрьевича. Сергей Юрьевич? Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рад впервые побывать в Республике Якутия, в Якутске. Спасибо за приглашение и надеюсь, тот опыт, который у нас есть, может как-то откликнуться в вашей деятельности. Опыт у нас связан с вовлечением жителей, собственно, Екатеринбурга в исследование и презентацию наследия города. Опыт у нас достаточно большой, разнообразный. И я думаю, что, конечно, будут, наверное, какие-то вопросы, где мы какие-то аспекты уже осветим, но пока хочется... Так, это немножко не то. Это открыли сайт, там есть презентация для начала. Нет, это презентацию запустите в начале. Да, вот эта презентация. Сейчас она появится на общем экране. Да, можно запускать, и тогда, наверное, полный экран развернуть. Да, наверное, я тогда частично присяду, чтобы было удобнее листать. Есть кликер, да, хорошо. Первая часть тогда может с помощью кликера. Вообще, сразу с конкретного кейса хочу начать, чтобы было понятно, в чем специфика нашего музея и как мы работаем с городом. Ну и вообще с территорией, назовем это так, да. Здесь вы видите на слайде наш один из филиалов, как мы его называем, самый маленький музей Екатеринбурга, такая водонапорная башня конца XIX века. На втором этаже экспозиция буквально 23 квадратных метра открылась 2 года назад и строится на следующим образом. Состоит из 2 частей. Вот верхний ряд — это история города, такая лайт-версия для именно туристов, для тех, кто хочет познакомиться в таком очень жанровом, динамичном режиме. Это презентация, собственно говоря, такой промышленной истории города. Это самый центр Екатеринбурга, где на протяжении больше 200 лет находились заводы, заводские пространства. Мы рассказываем, как, в общем-то, такая история одного предприятия сменяла другую, развивался город, такая макроистория, как он превратился потом, этот район, уже в прогулочную территорию, исторический сквер в центре города. Это одна часть истории. А вторая половина экспозиции построена на историях семей, которые в этой башне, так получилось, жили. Эта башня была коммунальной квартирой с 1947 года, около 20 лет. И мы, когда создавали эту экспозицию, нашли все 3 семьи, которые удалось пожить в этой башне. Вот на фотографии как раз мужчина, это один из инициаторов превращения в такой жилой дом. То есть они спилили бак и сделали там самую натуральную квартиру в центре Екатеринбурга, работали прямо рядом, что называется, с домом. И когда мы собирали этот материал, вот первая женщина, с которой началась эта история, как раз она выросла там вот тут на экране 2 девочки. Одна из них стала вот этой бабушкой, которая рассказывала свои детские воспоминания о том, как вообще этот мир, да, в 40-е, 50-е годы жил. Да. Это история Свердловская, это история конкретной семьи, это история этого завода. И эта часть экспозиции на самом деле не менее такая трогательная и важная, чем большая вот эта вот история заводская, да. И таким образом наш музейный продукт состоит как бы из 2 частей. Тот, который мы, как профессионал-эксперты, да, зная всю историю города, подаем жителям, и тот продукт, который мы создали совместно, да. То есть если бы не пришли в гости, если бы мы не собрали эти истории, то у нас бы не было этой второй части экспозиции. Иногда нам посетители говорят: вот эту большую историю уберите,
оставьте, сделайте все пространство, посвященное вот этой частной истории города. То есть она настолько важная и значимая, что, в общем-то, затмевает часто вот эту историю, большую макроисторию города. И если говорить про наше основное здание, то, с одной стороны, мы там рассказываем про такую большую историю Екатеринбурга, как историю таких 6 разных городов. Постоянная экспозиция про город, да, там прежде всего представлено такое здание, ну именно, да, в формате, опять же, от основания города до сегодняшнего дня, презентующее историю Екатеринбурга. Но на первом этаже у нас есть пространство, где мы раз в 3-4 месяца меняем выставочный проект, который посвящен одной конкретной семье Екатеринбурга, которая прожила в городе, ну, как правило, это семьи, которые прожили больше 100 лет, то есть они были в дореволюционное время еще в городе, потом пережили разные сложные времена, да, в 20-е, в 30-е годы, и до сегодняшнего дня живут в городе. И они приходят на открытие этой экспозиции. То есть, с одной стороны, через их историю мы очень много узнаем действительно деталей, посвященных развитию Екатеринбурга в разные времена, собираем коллекцию. С другой стороны, это такая вот очень частная, да, история, когда самим горожанам очень важно быть представленным в музейном пространстве. То есть вот эти проекты, они все связаны с тем, что не только музей рассказывает, но и жители рассказывают, да. И это очень четко структурировано, да, в нашей миссии. Помимо того, что мы сохраняем, исследуем, популяризируем, нам очень важно, чтобы вот этот интерес к городу, он пробуждался, да, на постоянной основе. И вот последние 3 пункта, видите, важные для нас, чтобы жители были компетентны, то есть они разбирались, как устроен город, как он возникал, чтобы они были неравнодушны и ответственны. То есть это не просто речь идет про какое-то знание, да, это идет речь про отношения к той территории, где ты живешь. Мы стараемся с помощью таких проектов, о которых я вам рассказываю дальше, формировать именно такое соучастное отношение к городу, чтобы люди, которые к нам приходили, тоже становились немножко музейщиками, людьми неравнодушными к тому наследию, которое, собственно говоря, этот город накопил за большой путь своего развития. И, во-вторых, воспринимали, что их история — это такая же важная часть истории города. Мы называем это такое горизонтальное равенство или такая концепция музей, который пьет чай. Да? То есть когда мы сидим за одним столом, мы не менторы, которые учат, да, а мы, собственно говоря, равные такие стороны. В данном случае, когда вы пьете чай, пить чай же можно только тогда, когда обе стороны интересны друг другу, взаимно интересны, да, получается. Иначе это не чаепитие, иначе это какой-то там, не знаю, вызов директору, условно, когда одна сторона учит другую. Здесь мы стараемся вот такую модель исповедовать. И что важно, да, что в таком подходе мы говорим, что истории и коллекции есть не только у вас, у нас, да, как у музея, а они есть прежде всего у жителей. Причем у жителей, конечно, и гораздо больше, просто количественно, если посмотреть, сколько экспонатов хранится в семейных архивах, сколько собрано семейных историй. Это тоже история города, это тоже история места, и там их больше, этих историй. У нас, в принципе, нет такой коллекции, да, как у всех горожан вместе взятых. Кроме того, это люди, обладающие разным жизненным опытом. У нас в музее работает, в музее истории Екатеринбурга около 90 человек, а в городе живет 1,5 миллиона. Да? Понятно, что там, опять же, больше опыта. Ну и кроме того, мы все жители какой-то территории, и нельзя тут отделять как бы музей от посетителя, потому что когда объекты городского наследия, какие-то памятники потенциальные, да, или даже признанные, разрушаются, это же наша общая проблема в идеале. Не только же музейщиков это проблема горожан, потому что это наша среда. Когда исчезает какое-то наследие, в общем, мы хотим эту грань между музеем и не музеем стирать. Сейчас я покажу, как это реализуется в ряде крупных проектов. Вот один из самых крупных проектов мы назвали Екатеринбург — город 7 районов. Вот, многие такие крупные индустриальные центры нашей страны, они устроены по такой модели, что есть центральная часть, которая была построена еще в дореволюционный период, вот такой зеленый утюг, так называемый, центр Екатеринбурга, очень небольшой город, 100 тысяч жителей на начало 20 века. А затем вот это пространство вокруг — это Свердловск, собственно говоря, да, это тот город, который возник в 20-е, 30-е, 40-е годы вокруг крупных промышленных предприятий.
разных Машей, да, и район это называется Химмаш, Эльмаш, Уралмаш, да, соответственно. И почему карта выглядит так, да? Активный центр зеленый и пустое пространство вокруг, потому что так он выглядит в сознании горожан, массовых горожан, что в центре есть что-то интересное, там есть экскурсии, достопримечательности, музеи, и есть промышленные или спальные районы, где, в общем-то, ну, среда достаточно пуста в восприятии, особенно молодой аудитории, которая не знает, как это все возникало, как развивалось. Представить себе путеводитель по какому-нибудь там Эльмашу, Уралмашу трудно, да, или экскурсию. И мы живем при этом там каждый день, и для нас эта среда пуста, да. И мы считали, безусловно, это некой проблемой. Это, кстати, коррелируется с данными социологических исследований. Видите, город, который я больше всего люблю, он вообще очень маленькая часть города, да. А вот город, в котором я не согласился бы жить, она большая. И это коррелирует как раз с районной вот этой вот, да, разбивкой. То есть очень многие такие районы, они нуждаются в изменении отношения к ним. И это проблема, на самом деле, общая, проблема качества жизни, потому что если мы каждый день ходим по улицам или живем в районе, да, в котором мы, в общем-то, хотели бы откуда переехать, но это, наверное, некое депрессивное все равно состояние. Нам хотелось эту ситуацию как-то изменить. И 5 лет назад мы поставили такую задачу, чтобы вот это пространство районов, оно было тоже активным. И что мы стали делать? Мы прежде всего, опять же, обратились к жителям районов, потому что поскольку районы возникали в 30-е, ну, 20-е, в конце 20-х, но в основном 30-е, 40-е годы, активно развивались 50-е, 60-е годы, то есть очень много людей, которые помнят про то, как это возникало. Потому что в музеях предприятий, конечно, материалы есть, но их не так много, может быть, и они достаточно часто сухую картинку рисуют, и мы пошли опять же к жителям. В каждом районе мы брали интервью про самые разные темы. Вот здесь, например, вообще рассказывается история МЖК, да, молодежные жилищные кооперативы, которые строили сами для себя целые кварталы. Это уже позднесоветское строительство, 80-е годы. Или вот история про то, как разные культурные инициативы в Доме культуры на Уралмаше реализовывались. Или вот, скажем, история просто как застраивался район. Это был вообще такой формат, когда мы брали автобус, там были около 10 героев, которые хотели рассказать про какую-то свою точку на карте. Мы приезжали туда, и это была экскурсия, которую проводили нам, жители. Мы, конечно же, были с диктофонами, да, соответственно, все эти истории записывались. Вот 4 часа такого маршрута ты получаешь огромное количество информации про территорию. И это очень живые, яркие истории. Собственно, вот, например, целая папка фотографий подготовлена девушкой, которая рассказывает, как они строили вот эти дома, которые на заднем плане есть, как там знакомились ее родители, как возникали семьи. Это район Уралмаш, собственно, который славится вот этими своими именно связями, да, такой коллективностью. И это такой один из кодов Уралмаша, который можно показать, рассказать именно через вот какие-то конкретные сюжеты, которые рассказывают сами жители. Все это превратилось в такой проект «Автобус-33». Это такой туристический автобус, когда каждая остановка — это история одной семьи. Это сделано в виде документального спектакля, то есть из больших интервью профессиональный драматург сделал короткую историю, ну, буквально это 3-7 минут, и мы ее слушаем по ходу движения к точке, такой аудиоспектакль, радиоспектакль, а на точках ходим и рассказываем достаточно такие другие материалы. И, как показывает практика, неважно, это иностранцы, вот здесь, например, главы индустриальных биеннале едут с разных точек мира, на английском этот текст воспринимают, либо это жители, просто гости из России, либо это местные жители, они очень тепло воспринимают эту историю, потому что эта история такая, знаете, прям повседневности, да, история каждого из нас. Но история невероятная, потому что, ну, район Уралмаш — это такой район немножко фантастический, там в 60-е годы пушки для запуска спутников на орбиту Земли проектировали, и шагающие экскаваторы делали самые большие. При этой повседневной истории она все равно очень невероятная и цепляет. И часто с нами ездят сами жители, и они тоже рассказывают что-то, да, то есть
возникает такой перформанс, да, то есть каждая экскурсия, она не повторяется. Вот последний раз я где-то месяц назад ездил, там, например, были семьи, у которых, сами ребята, может быть, мало рассказывали, но там была бабушка, которая там выросла, родилась в этом районе, конечно, она там по ходу добавляла, что называется. То есть мы записываем на диктофон тут же она добавляет какой-то контекст этому рассказу, и возникает такой продукт, опять же, да, который не столько музей делает, музей здесь не столько рассказчик, сколько транслятор этих историй. Понятно, мы ставим кавычки, потому что человеческая память, она, безусловно, требует критики источника, то, что называется, но когда мы ставим кавычки, мы показываем, что это то, что рассказывают люди. Сейчас у нас 25, уже больше 25 экскурсионных маршрутов по разным районам города. Это самое большое количество в России таких маршрутов, чтобы не только центр был, а вот когда-то мы думали, такой район Эльмаш, это абсолютно такой классический промышленный район. Сейчас 3 маршрута там есть, и это, конечно, вызывает такой у жителей. Да, не может быть, как бы это совершенно обычные дома. Мы говорим, дома-то обычные, а люди-то необычные, да, обычных людей не бывает. И мы развиваем театральную программу, я о ней подробнее расскажу, то есть поскольку мы очень много собираем именно историй, то это требует такого формата, как театральный формат, документальный театр, для того, чтобы эти истории рассказывать. Да, основной экспонат — это не предмет, это живая история. Кроме того, мы делаем издательскую программу, вот эти толстые путеводители 250-страничные по районам как раз города, вот это Уралмаш, на обложке такая вязаная белая башня, которую вязала как раз Маргарита Важенина, женщина там с предыдущих слайдов. Вот это вот Эльмаш, и тоже это вязаная карта района. То мы делали выставочный проект, когда художники как-то переосмысляли эту территорию, и вот эта карта, которую связала художница Дарья Трофимова, ей около 20 лет, и это ее карта этого района, там точки, которые на ней вывезены, то есть она прямо связанная, то есть такое одеяло было связано на выставке примерно метр на метр. Это ее важные места, да, места, которые она вспоминает. Это стало обложкой этого сборника. Таким образом, напрямую, да, то, что жители могут рассказать о районе, оно представлено в нашем продукте. Да, фактически это является лицом нашего продукта, основным содержанием продукта. Здесь очень много историй как раз жителей. Есть такой лайт-формат карты путеводителя, их уже 13. Там тоже есть история горожан. Также мы делали сувенирную продукцию, она большая. Я здесь показал только один пример. Это именно где, опять же, вовлекались иллюстраторы из всего города. Порядка 15 иллюстраторов участвовало при создании таких районных стикер-паков. Да? То есть, опять же, мы вовлекали городское сообщество. Ну и эти истории все представлены на сайте ekb7.ru. Вы можете зайти посмотреть. Там уже больше 300 историй собрано. И многие истории — это как раз те истории, которые мы собрали в рамках интервью. То есть таким образом это не наш сайт музейный, это наш общий сайт вместе с огромным количеством горожан. Да, и большое количество фотоархивов здесь собрано. Ну и здесь, конечно, есть еще всякие разные такие игровые форматы, которые более интересно этот контент осваивать. Такой же подход мы используем в рамках другого нашего проекта и другого нашего филиала. Это мемориал жертв политических репрессий. Под Екатеринбургом на 12-м километре захоронено около 20 тысяч человек, расстрелянных в Свердловске в 1937-1938 году. Да, вот такие маски скорби здесь стоят, работы нашего известного скульптора равенства неизвестного. И вот среди вот этого большого количества имен, на тот момент, когда мы начали заниматься проектом, это тоже около 5 лет назад, было очень мало живых историй. 20 тысяч имен, но меньше, чем о 20 из этих человек на тот момент можно было что-то сказать подробно, помимо там каких-то свидетельств следственного дела. И мы стали брать интервью также и выпустили вот такую книжку первую. В этом году должны выпустить вторую. «Большой террор в частных историях жителей и горожан». Здесь тоже, прежде всего, воспоминания семей, посвященные этой, конечно, трудной истории, но мы старались брать интервью про историю семьи до, сколько помнят, да, родственники, и дотягивать ее до конца 20 века. Таким образом, эта книжка — это история 20 века через истории 100 конкретных семей. Причем это история страны, потому что огромное количество людей, да, приехали из других регионов и пострадали потом в Свердловске, уехали потом дальше. То есть это такой целый
Раз. Ну и, конечно, что важно в таких проектах, это опять же вот это живое взаимодействие с людьми. Да? Вот 100 семей пришли на презентацию этой книги, конечно, для них это было возвращение этих историй в публичное пространство. Когда-то их вычеркнули из истории страны, и что их публично вписали туда, это очень важно для людей. То есть это проекты не столько про знание, сколько про отношения к самим себе, к своей территории, к тому, что такое история вообще. Да? Что история — это истории каждого из нас, что история не менее значима, чем большая история. Да? И, в общем-то, нет никакой большой истории, она придумана была в советское время, она на самом деле состоит из маленьких частных историй. Также здесь есть аудиоспектакль, где мы путешествуем по городу, останавливаемся в определенных пунктах, и если в автобусе 33 у нас все-таки актеры читают эти истории, то здесь мы слышим прям непосредственно голоса из интервью. И это очень сильно трогает, то есть 1,5 часа такого путешествия, больше 20 рассказчиков. И, конечно, когда люди доезжают до мемориала, это очень сильное впечатление. Ну и также с нами часто ездят рассказчики наши. И они по ходу тоже, ну не по ходу, вернее, они в конце маршрута, когда мы общаемся, тоже о чем-то рассказывают. Это такая тоже совместная история, да? Она важна для них, она важна для нас. Ну и мы поняли, что вообще семейная история — это тоже отдельное направление. Я вам показывал выставочный проект «Корневые семьи», да, когда мы рассказываем 2-3 месяца про какую-то семью, но мы делаем еще и документальные спектакли. Вот такой проект «Бабушкин дом» был сделан. Один из районов нашего города очень такой исторически укорененный, уходит в XIX век. И, собственно, мы собрали историю этого района через историю одной конкретной семьи, которая живет в районе уже чуть больше 150 лет и хранит вот эти семейные традиции. Вот Ирина Бурова из такой семьи коренной, и она занялась генеалогией сколько-то лет назад, и на истории ее бабушки, на ее личных историях, на том, как она вообще относится к тому, чтобы изучать семейную историю. Вот был собран такой спектакль. Это моноспектакль, в данном случае где-то часовой, где она вот между своими воспоминаниями бабушки, мамы, между вообще размышлением о том, что ей дает эта семейная память, она рассказывает про этот район и про свою семью. Что очень важно, она еще занимается куклой, она всю свою семью шила. То есть фактически это такое вышивание памяти, да, такое прям механическое фактически, да, такое очень, очень теплое такое отношение к прошлому, да, отношение к себе, к семье. И вот, собственно говоря, когда этот спектакль показывает, конечно, у людей откликается не только история этого места, но и само желание проявляется заниматься этим, да, то есть что мы хотим с помощью такого проекта? Не просто, еще раз говорю, чтобы люди ушли с каким-то знанием, чтобы они ушли с каким-то желанием, чтобы у них возникла мотивация, да, какое-то отношение к себе, к своему прошлому. И вот как такое перелистывание календаря, да, помните, да, такой советский календарь, в данном случае здесь перелистывается история времени. Ну и попробовали мы еще один более даже экстремальный формат, где фактически вот не музей является рассказчиком, а непосредственно сами жители являются рассказчиком. Это формат «Семейный альбом». Как он устроен? Собственно, здесь есть игроки, мы их так называем, которые рассказывают про персонажей своей семьи. Они садятся за стол, 3 человека их, соответственно, и у них есть у каждого по 3 персонажа из своей семьи. Кто-то рассказывает там про далеких предков там, с 19 века, кто-то про 20 век, кто-то рассказывает вообще прямо про своих родственников текущих. И это короткая 5-минутная история. Затем после нее они делают такой ход, они приглашают из зала тех, кто кажется похожим на этого персонажа. Вообще ведет это все 2 человека, психолог, социальный психолог и режиссер. Здесь есть такой метод, как говорит наш социопсихолог, метод расстановок психологически используется, создавая вот это вот ощущение, да, вот этого большого полотна истории, вот через наши какие-то семейные связи. И ход за ходом вы видите, как бы формируются такие виртуальные семьи, собственно говоря, из участников этого спектакля, которые в конечной стадии, в общем-то, со стороны зрителя переходят
на эту сторону, да, потому что у каждого из нас есть такая история. И они в свое время описывают этих персонажей, ну, то есть каждый зритель пишет на бумажке какие-то черты характера, которые он услышал в рассказе игрока, и формируются такие коллективные портреты. На самом деле, вот я в роли игрока не выступал, но те, кто рассказывали свои эмоции, да, они как такой, в общем, психотерапевтический сеанс, в общем-то, проживают, не только исторический. Это очень большая такая рефлексия, потому что у нас какие-то вещи, которые мы делаем сегодня, они все-таки из семейных тянутся, да, таких длинных историй, я бы сказал. С одной стороны, это формат такой очень интересный, теплый. Вообще это идет минимум 3 часа, в основном 3,5 часа. Казалось бы, кто может выдержать 3,5 часа истории неподготовленных людей, да? Но поскольку они часто сменяются, поскольку все равно есть какой-то отбор, ну, когда режиссер общается, насколько человек вообще способен рассказывать, то это, ну, есть вот такие интерактивные элементы. 3,5 часа проходит совершенно на одном дыхании. В конце такое ощущение, что это такая вся большая семья огромная, да, что где-то мы друг с другом связаны. И в то же время это история страны, потому что через вот эти вот, сколько получается, 9 рассказанных историй, потом участники в конце не знают об этом, они еще должны рассказать свою историю, 12, получается, историй. Мы видим историю там 150 в среднем лет, и так или иначе какие-то вещи мы точно узнаем в своей семье, да, то есть это такая, в общем-то, очень интересная возможность посмотреть на свою корневую историю через вот такую призму вот этих собранных историй. То есть это продукт, который вообще собирается по ходу именно от истории жителей. Мы, конечно, это все записываем, этот материал. Потом эти какие-то истории переливаются в другие проекты. Вот это, например, выставка «Корневая история». То есть мы приглашаем кого-то уже в выставочный проект. Потом у нас есть еще целая серия там проектов Народного университета, где люди могут написать книжку, например. Об этом я расскажу отдельно. То есть это такая возможность познакомиться для дальнейшего какого-то тоже совместного проектирования. Значит, это вот все, что я рассказывал, такой формат, когда все-таки, да, от музея очень много зависит. То есть музей уделяет большое внимание этим историям, но при этом продукт все-таки создает в большей степени музей. Просто совместно это делается, да, то есть без нас этого не случилось бы. Я вам показывал продукты такие больше, скажем, не классические музейные, но там есть и выставочные проекты, да, тоже, но все-таки там очень много проектов на уровне документального театра, медиа, издательские проекты, экскурсионные проекты, выставочные проекты тоже есть, их меньше в общем объеме, да, мы стараемся именно, когда мы работаем с горожанами, вот брать такие форматы, которые часто, ну, соответствуют самому материалу, да, то есть если это вот такой живой материал, то документальный театр часто то, что позволяет максимально релевантно это передавать. Но есть формат другой у нас, когда не мы создаем продукт, а, собственно, непосредственно горожане. Формат у нас называется «Народный университет». Это такая шапка, зонтичный бренд, хотя проекты имеют свои отдельные названия. Как эта штука работает? Это целая серия таких образовательных программ, когда горожане сами, собственно, приходят с своей какой-то идеей исследования города, своим каким-то материалом, и дальше с помощью профессионалов превращают это в какой-то продукт. Сейчас я подробнее расскажу, да. Ну вот самый простой пример – это вот лаборатория, не лаборатория, школа маршрутов. То есть они создают экскурсионный проект. Длится, давайте сначала общие вещи расскажу. Такие курсы в среднем 2,5-3 месяца. Есть более короткие форматы, скажем, месячные. Ну и мы думаем про какие-то блиц-форматы, например, недельные. Кто это? В основном пока это взрослая аудитория, то есть это порядка в среднем 25-45 лет. Есть, конечно, и взрослые, там публика 60 есть плюс. В основном люди, состоявшиеся в своих профессиях, интересующиеся городом, такой с активной жизненной позицией, и их основная мотивация
Это либо исследовательская, ну, то есть им хочется что-то покопать. Ну, например, люди приходят с той же историей семьи или историей своей улицы, района, какой-то темой, которая их волнует. Вторая их мотивация — это им хочется освоить какой-то навык, ну, например, да, в данном случае стать экскурсоводом, или, скажем, есть такое направление, как лаборатория воспоминаний, когда, собственно говоря, какие-то литературные таланты люди оттачивают. И третья их мотивация — они хотят сообщества, они хотят, чтобы возникло какие-то, да, новые связи и быть в кругу таких же людей, как они, да, которым это важно. Важен город и важна какая-то способность рассказывать про этот город. С ними работают практики исключительно. Образование у нас было долгое время бесплатным, мы тоже получали поддержку президентских грантов. В этом году у нас образование платное впервые, потому что мы, ну, во-первых, решили это делать, ну, как бы, хочешь что-то делать в долгосрочной перспективе, да, нужно понять, как это работает за деньги. Конкурс, конечно, подупал. Вообще конкурс был базовый у нас. Вот на некоторые факультеты 10 человек на место, вот, например, на вот школу маршрутов в среднем не меньше там 5 человек на место. Соответственно, если говорить про направление, школа маршрутов за плечами 3 сезона, 20 маршрутов создано по городу. Причем часто это очень хорошего качества маршруты, потому что люди действительно тратят очень много времени и дают какой-то часто особый ракурс. Ну, я не знаю, там, например, экскурсия вроде у нас по городу была такая, посвященная истории радио. У нас долгое время жил в городе Александр Попов, да, изобретатель радио. Но вот, например, когда ее делает профессиональный журналист, там зам главного редактора одного из ведущих городских радио, то, конечно, у нее особый взгляд на радио, да? То есть у нее свой способ рассказывать про эту историю. Она профессионал в радиобизнесе, да, условно говоря, в медиабизнесе, и ей сейчас, по-моему, 40 лет. И вот она вводит на регулярной основе такие экскурсии, и там, ну, разные фишечки, она и трансляции включает по ходу маршрута, но и вообще какие-то факты она рассказывает немножко другие, чем бы рассказывали историки. При этом они проверенные, они работают с профессиональными историками, консультантами, да, они работают у нас на базе музея, есть научно-информационный центр, куда можно прийти, там есть большая база данных, и электронная, и печатная, чтобы позаниматься, да, получить исторический материал. При этом они также берут интервью. У нас есть отдельное занятие, это антрополог, рассказывает, как, собственно говоря, брать интервью, как собирать материал. То есть контент-то очень качественный, но подача его такая своя, да, авторская подача. Такой город первого лица возникает. И большая часть маршрутов, она водится по районам или по каким-то локациям, причем водятся именно жителями этих районов. То есть они могут проводить в том числе мимо своего дома и собирать как бы историю из двух частей. С одной стороны, из истории вот такая большая история, с другой стороны, вплетать какие-то свои воспоминания тут же в этот же маршрут. У нас есть, например, проект там по улице Бажова в Екатеринбурге, ведет девушка, которая на этой улице живет, она уже ведет, по-моему, 4-й год Инстаграм улицы этой, собственно говоря, Бажова, с достаточно большим количеством подписчиков. Вообще возникло такое явление в Екатеринбурге в последние годы, что целый ряд людей стали заводить там Инстаграм, Телеграм, еще какие-то там социальные сети, посвященные конкретной локации, где они живут. И выгружают там контент, с одной стороны, исторический, с другой стороны, какой-то связанный с сегодняшней жизнью, там же собираются экскурсии. И вот на стыке как бы, да, интереса к истории места и сегодняшнему развитию этой территории вот возникает целая такая палитра вот таких вот частных мини-гидов, что ли, да, частных таких операторов этих мест. Это очень важно, опять же, да, что много неравнодушных горожан. То есть если там на этой территории будут какие-то проекты негативные, связанные там с разрушением объектов, уже есть кому-то, кроме музея, кто будет поднимать руку, да, и говорить, что стоп, надо по-другому. То есть вот как бы другой KPI. Не то, что люди что-то знают про город, а то, что они что-то делают про город. Да, как бы. Вот тут говорили с утра про миллионы. Это проект не про миллионы, это проект про сотни человек, да, но это другого качества сотни, другое качество коммуникации. Мы много тратим времени на такую коммуникацию, но
результатом является формирование какого-то сообщества людей. Фактически это такой второй музей истории Екатеринбурга, да, а это такой музей истории Екатеринбурга, где тоже есть штат, только он не получает никакой зарплаты, да, его волонтерами не называть, потому что волонтеры — это люди, которые часто выполняют наши задачи. Они выполняют как бы все-таки свои задачи, просто это в нашем общем поле, назовем это так, да, это интерес к городу, его изучение, его презентация. Значит, если про направление сейчас подробнее порассказываю, значит, помимо того, что мы рассказываем про историю, в этом году запустили такое направление, рассказываем еще и про природу, потому что город же это еще природная среда, да, вот школа гидов-орнитологов, например, существует. Люди выходят на экскурсию уже в 5 утра, это пользуется огромным спросом на самом деле. То есть я про разнообразие вариантов показываю. Вот есть проект «Лаборатория воспоминаний». Это проект, как раз, который нам нравится больше всего, наверное, когда люди приходят с каким-то, собственно, замыслом книги. Очень разные замыслы этих книг. Вот это конкретно вот книжка, например, была построена на интервью 10 женщин, которые рассказывали про 40-е годы. Ну, вот такой почему-то возник интерес у нашей героини. Это, собственно говоря, первая такая книга автора, первое ее интервью. Она рассказывала, как она вообще не понимала, как вначале брать интервью, и ее подруга свела ее со своей бабушкой. Первое интервью было, значит, у бабушки подруги, а потом бабушка сдала, значит, других бабушек контакты. И вот так вот 10 человек получилось, и вот эта книжка так получилось. Вы видите, вот, собственно говоря, они стоят к ней за автографом, эти респонденты, да, собственно говоря, эти дамы, которые рассказали ей истории. И это такая история города вот 40-х, 50-х годов, рассказанная через 10 конкретных историй людей. Это, конечно, история конкретных людей, история, опять же, каких-то предприятий, каких-то территорий. Вот такой проект. Значит, вот у нас вышло на данный момент 6 книг. И вот прямо сегодня в Екатеринбурге у нас подводятся итоги третьей лаборатории. Там вот мне лично хотелось дать там, мы даем гранты на издание, мы работаем с сервисом Readero, есть такой федеральный проект Readero, который позволяет авторам легко публиковаться. Вы загоняете туда свой текст, он его там автоматически превращает фактически в книжку, и вы можете издать себе хоть 10 экземпляров книжки. Собственно, участникам лаборатории мы даем гранты на издание. Обычно мы поддерживаем там по условиям 3. В прошлом году мы не смогли выбрать, поддержали 4. В этом году я вот сейчас пишу как раз куратору лаборатории, говорю, давайте дадим 6 грантов, потому что такие классные работы можно вообще как бы оставить их за бортом. Но в любом случае, даже если они не будут напечатаны, люди доводят их до электронной версии. Электронную версию можно купить, она лежит на сайте Readero, заказать можно. То есть вообще что важно, что люди потом могут на этом зарабатывать. То есть те, кто закончил школу маршрутов, есть такой у нас проект «Екатеринбург гуляем», часть людей на регулярной основе вводят экскурсии за деньги. Эти книжки можно продавать. Да? То есть, с одной стороны, мы комплектуем фонд устной истории, музей истории Екатеринбурга. С другой стороны, люди получают возможность даже на этом зарабатывать. Но прежде всего, они, конечно, получают возможность об этом рассказать, да, что, наверное, более важно, чем зарабатывать. Какие темы? Самые разные. Вот семейная история, наверное, доминирует. Вот здесь вот хорошо, потому что детство, книжка вот Анна Шкрыкина по воспоминаниям моей мамы, например, такая книжка. Да? То есть вот, собственно говоря, тоже такая возможность эту историю. Потому что мы же все время, вот вроде в семье много общаемся, а потом там человек уходит, и мы говорим, что вот это еще не спросил, вот это еще не спросил. Это такая возможность, с одной стороны, не говорить потом этих слов, с другой стороны, городу дать такую интересную тоже историю. Дачный мир Шарташа — это такое озеро у нас. Тоже эта история на уровне семейной, потому что там просто была дача, а это целый дачный мир профессоров, профессуру Уральского федерального университета.
Ну, это такой целый прям интересный и географический пласт, и там пласт исторический. И вот такой вот проект получился. Вот взрыв на сортировке, у нас был взрыв нескольких цистерн с горючим в 1988 году, такой в истории города, такое знаковое событие, там несколько домов вообще было разрушено. И вот автор жил на сортировке, его тоже накрыло взрывной волной, и он свои детские воспоминания соединяет с самыми разными воспоминаниями. Он автор, профессиональный журналист при этом. Значит, он еще это сделал графическим романом, то есть там многие вещи отрисованы в Кто-то не отключил звук. Уважаемые участники в Зуме, уважаемые Зум-участники, выключите звук, микрофон. И получился такой графический роман. Я вот, кстати, сразу же, ну, сейчас, наверное, не буду доставать, одну книжку привез вам подарить как раз из этой серии, для того, чтобы показать, как это происходит. То есть здесь уже получается у нас целая серия, причем люди успевают писать быстрее, чем мы. Вот если наших толстых путеводителей по району вышло пока 2, в этом году еще 2, будет 4, то благодаря этому году лаборатория воспоминаний будет уже, ну, как минимум 10 книжек, да, которые созданы горожанами. Это все классный исторический контент, тоже посвященный районам, часто города, каким-то конкретным территориям, но вот рассказанные через судьбы конкретных людей и семей. Причем тут очень много фотоматериалов, которые мы впервые вообще видим, они входят в оборот, какие-то места вообще мы узнаем с новой точки зрения. Ну и это все время, которое тратят люди. С нашей стороны только образовательная программа, ну плюс консультационная программа, да. Вот такой формат возникает. Что-то перестало воспроизводить он. Так, перелистывать. Я, кстати, может быть, все-таки сяду тогда и покажу сайт, как раз как это выглядит. Завис. Давайте показывать, да, сайт? Нет? Совместное пользование. Ну вот ссылки я все оставлю, да. Вот это сайт Народного университета, собственно говоря, на котором можно найти и проекты выпускников. Вот отдельно здесь есть литературное направление, можно посмотреть, какие сделаны работы, да, собственно. Выглядит, собственно говоря, как сайт такого именно университета, вот эти направления. Направления разные, я вам про все рассказывать не буду, можно будет здесь посмотреть сейчас. Про отдельные проекты расскажу подробнее. Значит, и если говорить про такие прям спецпроекты в рамках в целом шапки Народного университета, то хочется еще рассказать про проект, такой кинотеатральный проект. Это был проект «Екатеринбург. Город семи историй». Мы его реализовывали в прошлом году во время пандемии. Это был проект, посвященный истории Екатеринбурга в начале 20 века. Почему «Город семи историй» называется? Потому что в целом в истории Екатеринбурга можно выделить таких 7 крупных периодов. Но мы хотели через язык кино рассказать про 7 эпох жизни нашего города. Как он был структурирован? Он был структурирован следующим образом. Это было 6 этапов. Нет, 5 этапов, да, если так выделять. Собственно, от сценарной мастерской до создания фильма и премьерного показа этого фильма. Это была тоже поддержка фонда президентских грантов. Идея была в том, чтобы рассказать о Екатеринбурге начала 20 века. Мы делали это в поддержку нашей постоянной экспозиции, которая только что открылась, про Екатеринбург этого периода. И мы хотели, с одной стороны, по-другому рассказать об этом времени, вообще поговорить о том, что важно горожанам в этой эпохе, что у них откликается. Во-вторых, предмет исторически вывести в кадр, да, такой крупный план дать, потому что он стоит в экспозиции. Нам хотелось, чтобы он
заиграл в разных сценах и появился в таком крупном плане. Ну и в-третьих, вовлечь максимальное количество горожан, конечно, в осмысление этого времени. Значит, сначала мы писали сценарий. Сценарная мастерская у нас была полностью онлайн. Это был самый разгар пандемии. Как раз мы стартовали в марте того года. Поэтому нам пришлось сделать полностью онлайн-курс по сценарному мастерству. Значит, здесь было выгружены самые разные дополнительные материалы. И курс выглядел таким образом. Это было 7 недель, где чередовались занятия с драматургом. Драматург у нас был достаточно серьезный Маша Конторович, который работает с Алексеем Федорченко, другими известными режиссерами. Она рассказывала, собственно говоря, про основу драматургии, давала задания, которые выполняли наши участники лаборатории. Вообще было 100 заявок, 35 человек мы отобрали для такой поддержки регулярной. Ну, то есть был чат в WhatsApp, где драматург проверял работу, общался, а остальные люди могли смотреть просто сам онлайн-курс. Плюс была отдельная история повседневности. Это курс от историков города. То есть такой видеоформат был, да, когда историки рассказывали про, например, не знаю, там история спорта в то время, домашние занятия, разные другие темы, история развлечений, кинотеатров и так далее. А был курс живой истории, когда мы брали вот конкретные, скажем, темы такие, потому что в кино же что очень важно, да, собственно говоря, во-первых, это одежда, макияж, аксессуары, это все, что касается пространства, да, нужно было им это все восстанавливать максимально исторически точно, плюс, конечно, играть, и поэтому был. Ну и когда ты пишешь сценарий, да, вот эти все детали тоже очень важны. Поэтому были вот такие вот вещи очень важные, когда, ну, просто предмет исторический, это, кстати, коллекция в основном Музея истории Екатеринбурга была, она была показана таким крупным планом и рассказана, собственно говоря, сама по себе история моды, история одежды, вообще какие-то, вот, ну, конкретно этот ролик называется «Утренние сборы дамы». И здесь можно просто очень много интересных деталей узнать, но с другой стороны эти предметы рассмотреть, даже как, собственно говоря, ими пользовались, как какие-то вещи держали, как носили. И потом, когда актеры все это проигрывали, они тоже, конечно, этот материал до этого видели. То есть здесь в кадре представлено больше 300 предметов, в основном из нашей коллекции. Это был большой кинопродюсерский такой проект. То есть это, еще раз говорю, слава богу, пандемия, да, музей был закрыт, и можно было спокойно здесь с киношниками работать. Ну и это большой лекционный материал, конечно же, да. Всего было снято 16 роликов. В среднем они, ну, от там 3-5 минут до там 20 минут были и покрывали в целом вот этот весь мир повседневности, да. То есть, с одной стороны, это был лекционный рассказ от историков, которые в целом рассказывали, что такое Екатеринбург в этот период. С другой стороны, был рассказ вот такого плана про какие-то именно детали, предметы, ну и, собственно говоря, повседневный мир. Плюс, что было очень интересно для нас, мы отвечали здесь на вопросы, которые возникали у сценаристов. Обычно же как мы отвечаем на вопросы, которые кажутся важными для нас. Да? Тут сценаристы, которые вгрызались в исторический материал, писали сценарий, задавали совершенно необычные вопросы. К нам приходилось там искать, собственно говоря, профессионалов, экспертов по разным темам. Ну вот, например, не знаю, человек писал там про криминальное дело, вот его интересовало по поводу работы полиции, про преступления. Вот мы здесь выкладывали какие-то документы, например, вот конкретный там обвинительный акт о краже начала 20 века. Это все потом вплеталось в сценарий так или иначе. Как в городе жили разные там представители разных религий, вопрос про власть, про приюты, там, про заработки. В общем, такие куча самых разных деталей повседневности здесь скрывалось. Это все отвечали историки, да, вот аудиоформат, аптеки здесь и так далее, да. Как в городе появились дома терпимости, как строился их быт. В общем, очень разные вопросы. И этот курс, конечно, для нас самих
помог этот материал совершенно по-новому изложить. То есть у нас к этой выставке есть огромная образовательная база. Да? Мы даже создали такой екатеринбургский дубль-гиз начала 20 века, где тоже можно было там выбрать для себя ресторан, аптеку там, или школу, да, то есть такой целый прям большой образовательный курс. По факту получились сценарии, 21 сценарий был написан, и эти сценарии дальше были в рамках читки представлены горожанам. Вот, собственно говоря, здесь можете прямо на сайте эти сценарии, которые были отобраны для съемки, почитать. Было отобрано 6 сценариев для съемки, потом был отобран еще один. И потом начался набор съемочных команд. Наш партнер Big Bag Film благодаря своим связям смог очень хорошую компанию организовать, и было собрано 70 человек примерно, которые вошли в 7 команд. Режиссеры, операторы, монтажеры, продюсеры, ассистенты, гримеры, художники по костюмам. В основном это достаточно профессиональная аудитория, многие даже с разными призами. Им просто было интересно заняться этим материалом. Да? Это очень вкусный фактурный материал. И материального интереса здесь практически не было у этих команд, потому что, собственно говоря, основной приз, который они получали, там 25 тысяч рублей там, за лучший фильм, плюс они получали поддержку в виде бесплатной аренды киноаппаратуры. Все, больше никакой поддержки не было, все остальное они делали сами. Потом начался набор актеров и кастинг актеров, больше 1500 человек было задействовано в этом, тоже целый мир уже актерских таких мастерских и кастинга. В фильме в сумме снималось больше 100 человек. Вот начались съемки. Съемки проходили в самых разных городских локациях. Это и в нашем музее, и в других музеях города. И непосредственно там очень много было задействовано городских локаций. Тоже совершенно особый, конечно же, мир. И потом была премьера, собственно говоря. Премьера у нас проходила полностью в онлайн на крупнейшем городском портале. Собственно, портале Е1, 250 человек в прямом эфире это посмотрело, ввели самые настоящие ведущие, вручали, значит, статуэтки, все как положено, да, такой своеместный Оскар. Вы можете 6 фильмов здесь посмотреть из этой серии. Один фильм, 7-й, снимался профессиональной командой, у него был бюджет около 1 000 000 рублей, и он здесь не выложен, потому что он еще участвует в разных конкурсах. Ну, сейчас вряд ли у нас время будет посмотреть, но фильм «Гном» я рекомендую, он взял 1-е место, посвящен реальному существовавшему журналу, который выходил в Екатеринбурге в 1905-1906 годах и был посвящен такой критике вообще власти, такой очень сатирический, едкий журнал. Закончилась эта история достаточно трагически, я не буду здесь раскрывать вам все карты, стоит посмотреть 6-7 минут этот ролик. Если останется время, я, может быть, его включу. Это был такой большой кинопроект, очень мощный. В этом году мы надеемся уйти во 2-й сезон. Если тоже грантовую поддержку получим, будем снимать уже про Свердловск 1930-х годов, про конструктивизм, про вот это совершенно другое время, другая эстетика, и актуализируем уже нашу другую коллекцию. Мы делаем сейчас экспозицию вообще про историю города в 20 веке, и фильм будет возможность для нас тоже в каких-то вещах разобраться, какие-то сюжеты, опять же, задать. Все это проекты в основном со взрослыми, но был у нас один проект, посвященный подросткам, с подростками, называлась лаборатория «Молчать нельзя, рассказывать». Она была посвящена эпохе политических репрессий, в ней участвовали подростки 14-19 лет. Здесь было тоже несколько лабораторий. Значит, это была лаборатория первая театральная, где они работали с театральным режиссером, и в итоге было создано 2 такие игры. Авторская документальная игра «Честные граждане», такой полуиммерсивный театр, полуигра, и еще одна игра, сейчас даже не вспомню, как она называлась. Значит, потом была лаборатория «Медиа», они создали мультимедийные такие лонгриды, 7, по-моему, вот отдельный сайт есть, лаборатория мультимедийного сторителлинга, и каждый такой проект — это интересный визуальный графический роман, и в то же время это работа такая очень содержательная. Вот «Северный Крым», например, мне очень понравился проект, посвященный одному из поселков на территории Свердловской области.
куда депортировали, да, жителей этого региона, и он так и назывался Северный Крым. Здесь большой фотоматериал представлен, тексты и такая очень драматическая история. Это все создавали подростки под руководством профессионалов. Была отдельная лаборатория, арт-лаборатория, они создавали комиксы. С этими комиксами мы, конечно, получили достаточно большой резонанс по стране даже. И 7, по-моему, работ было создано. Была лаборатория журналистики, где они писали уже журналистские тексты. Вы тоже можете их все прочитать. 16 текстов было создано, и большая часть из них была опубликована в крупных городских СМИ. И была еще лаборатория исследовательская, где они писали уже просто исследовательские работы, такие научные материалы. То есть 5 лабораторий. В сумме поучаствовало около 100 ребят. В этих лабораториях шло это достаточно долго. Из-за пандемии это все растянулось. Это длилось чуть около 8 месяцев. И на выходе мы получили около, получается, 40 разных продуктов. Вот можете послушать, что говорят ребята об этом опыте. Все это сопровождалось социологическим мониторингом, который показывал, как менялись представления ребят об этом периоде, что они и узнавали, и что они чувствовали по-новому. В общем-то, достаточно сильно мы смогли, в общем, какие-то акценты сместить. Был еще отдельный проект «Школа наследия». Вот вы видите, паблик, 380 человек участников. А здесь группы объединялись по логике работы с какими-то территориями города, либо работали с какими-то конкретными объектами. Основная цель была в том, чтобы либо разработать проекты реновации территорий, например, исторических, такое архитектурное стратегическое проектирование, либо были проекты, которые позволяли поставить какие-то объекты на охрану, то есть они фактически выполняли функцию таких экспертов, да, все это, опять же, в связке с профессиональными архитекторами, с профессиональными историками, все это проводилось. То есть это продукт достаточно качественный по выходу. Вот Любовь Дегтева в этой команде была, она вообще сама архитектор, и вот она делала проект по возможной перезагрузке такой, по разработке дизайн-коду и по разработке концепции развития целого квартала исторического. В общем-то, ее основная идея была в том, чтобы увидеть все эти объекты как цельное наследие, да, как цельную градостроительную среду и предложить и девелоперам, и администрации учитывать этот материал для будущего проектирования, для будущего проекта развития этой территории. Кто-то занимался какими-то конкретными домами, например, там был один особняк, один из старейших особняков Екатеринбурга, и цель была в том, чтобы объединить жителей, местное сообщество, чтобы они дальше один из флигелей, пустующий на сегодняшний день этого дома, тоже начали использовать как центр такого местного сообщества, вообще предотвратили его дальнейшую деградацию этого объекта. Сейчас эта работа ведется. То есть это было 70 тоже примерно человек, 10 команд, 10 городских объектов. Ну и все они превратились в какие-то ролики, проекты, коммуникацию с городской администрацией. Вот такой проект тоже был реализован. То есть помимо того, что у нас есть такие вот, такие, в общем, относительно камерные лаборатории, как лаборатория воспоминаний, есть прям отдельные такие большие, крупные проекты, да, с кучей отдельных партнеров. Вообще у каждого проекта есть какие-то свои стратегические партнеры, они позволяют нам получать экспертизу, получать финансовую поддержку, что мы не тратимся где-то на какую-то экспертную, опять же, помощь, и получать продвижение этих проектов. То есть в сумме на сегодняшний день в таких проектах у нас поучаствовало порядка 500 человек. Ну, если не брать, там, скажем, актеров, там, еще кого-то, да, потому что если, конечно, брать вообще всех вовлеченных, то это, наверное, 1003 человек уже в этом всем поучаствовало, а вот так вот плотно человек 500, то есть которые потратили несколько месяцев и создали какой-то продукт на выходе. И это, конечно, целая такая армия на самом деле. Это, еще раз повторяю, в основном взрослые люди, состоявшие в каком-то бизнесе, да, которые этим занимаются, потому что им интересно, потому что им хочется какие-то продвигать локации, бренды,
им хочется о чем-то рассказывать, и в этом плане мы выступаем как такой продюсерский, скорее, центр для этой аудитории. И вот прямо сейчас, да, на постоянной основе это как раз проект у нас идет, то есть мы его в основном реализуем весной, но есть длинные проекты, которые чуть ли не год занимают. Вот такие два формата у нас существуют, да, то есть формат, когда мы вместе с горожанами через их истории рассказываем и про разные локации, про разные периоды, про разные феномены. И второй формат, когда, в общем-то, сами горожане об этом рассказывают, актуализируя либо свое наследие, либо наши коллекции музея города. Два полноценных формата вовлечения горожан. В целом на сегодняшний день мы видим это как одно из таких основных направлений нашего развития. То есть это наша стратегическая линия, что тоже важно понимать. Это наш подход, да, к проектированию. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Юрьевич. Уважаемые слушатели, есть вопросы? Ну, во-первых, хочу поблагодарить вас за очень интересный такой насыщенный рассказ. Конечно, просто потрясающе, сколько вы работы на самом деле выполняете. Это, огромный труд за этим стоит, это понятно, да. Прям действительно очень интересно. Но я представляю музей арктической археологии, я археолог по специальности. У меня вопрос. Я тоже. Включает ли концепция вашего музея только музей как городскую среду, или история территории тоже у вас присутствует? И вот как вы с этим работаете материалом? Я имею в виду, ведутся ли там археологические раскопки на территории города, как вот этот материал у вас представлен в музее, как вы как вы его так вкусно подаете, вот как более поздние периоды, или он все-таки более такой статичный у вас? Но если брать именно археологические, да, исследования, то, вот поскольку я сам археолог профессиональный, да, то есть когда в музей я пришел около 5 лет назад, то, конечно, этим начали заниматься. С точки зрения все-таки представленности в коллекции, понятно, что археологические материалы у нас в коллекции представлены, но не отдельным пока проектом, то есть это были только выставочные такие проекты отдельные по археологическим именно раскопкам, когда мы представляли цельные коллекции каких-то городских усадеб, да, она у нас, эта коллекция встроена в основную экспозицию. Вот у нас открылась сейчас выставка, не выставка, а экспозиция, посвященная Екатеринбургу в XIX веке, и у нас, собственно говоря, часть этих экспонатов, собственно говоря, археологического происхождения. Потому что мы находили целую коллекцию там из стекла, непонятный монетный ряд и так далее, и так далее. То есть она встроена в основной экспозиционный ряд. Спецпроектов пока по археологии у нас как таковых нету на самом деле. Мы в планах это имеем, но это такой достаточно большой объем на самом деле работы, да, как вы говорите. У нас есть замысел первый, у нас на территории города прямо есть целый кластер археологических объектов, связанных с более ранней историей региона, да, собственно говоря. Там есть у нас Мансийское городище даже в черте Екатеринбурга. Мы вот сейчас топосъемку только делали и начинали работу по созданию там археопарка под открытым небом. Такой очень длинный процесс, но это в планах там долгосрочных есть. Что касается именно городской археологии, то здесь нам больше интересная история промышленная. У нас несколько плотин, вокруг которых строился город. И вот покопать территорию этих плотин, да, где есть еще остатки металлургического производства, нам, конечно, интересно. Но пока ресурсов на это не хватает. У нас вообще через 2 года 300-летие Екатеринбурга. И мы сейчас основную ставку делаем на город в 20 веке все-таки. Во-первых, потому что это как раз уходящая история, да, во-вторых, это вот пока та тема, на которую в городе, и вообще мало где в стране, да, есть какое-то такое комплексное высказывание. Поэтому стратегически пока в ближайшие несколько лет у нас вот этот акцент. Но археология постепенно развивается тоже. Спасибо. Есть еще у кого-нибудь вопросы? Ага. Здравствуйте, меня зовут Аян. Спасибо большое, было очень интересно. Я хотел бы вот просто узнать, если не секрет, сколько бюджет составляет данного вообще сайта, проекта, который вообще в целом вы реализовали?
Ну, у Международного университета здесь трудно бюджет посчитать. Многие вот проекты, которые я показывал, они действительно при грантовой поддержке самых разных фондов. Фонд Потаниной, фонд КАФ, фонд президентских грантов. Ну вот у конкретных, вот кинопроекта, поскольку там мы работали реально с профессиональной киногруппой, и вы видели качество картинки, это профессиональная техника, там был бюджет около 3 миллионов, соответственно, гранта. Но из них примерно половина ушла на создание одного фильма, потому что, ну, собственно, это профессиональное дело компания, этот проект, на вот эту всю историю с вовлечением, масштабным созданием онлайн-продукта ушло где-то, соответственно, еще вторая часть. Грант, который мы делали с подростками по репрессиям, он был около 1 миллиона, по-моему, рублей суммарно, вся эта лаборатория создания этого продукта. Лаборатория воспоминаний, например, нам обходится в ничего, да, то есть это там бюджет лектора. Мы стратегически такую приняли линию, что всем лекторам, в принципе, платим, да, в Народном университете, там, ну, бюджет составляет 1050, да, суммарно этого проекта, плюс издательская поддержка. В этом году, примерно 4 книги мы будем издавать, там наш бюджет будет 40 тысяч рублей, а бюджет нашего партнера тоже 40 тысяч рублей. И так мы издадим 4 книжки, там, по-моему, по 100 экземпляров каждый. То есть очень разный бюджет, на самом деле, может быть. Школы маршрутов, там тоже бюджет только на тех, кто ведет лекции, то есть он тоже до 100. И такой момент еще получается. Сколько вообще лет вы занимаетесь вот данным проектом? Ну, это, я бы сказал, не проект, это целая программа, да, а так устойчиво мы этим занимаемся года 3. Начали вообще это направление около 5 лет назад с одного района. А вот так, чтобы у нас... Ну, вот у нас линейка сейчас, например, документальных спектаклей составляет уже 8 проектов. Это, ну, за сколько получается? За 5 лет. Все, спасибо. Дорогие участники, еще раз поблагодарим Сергея Юрьевича. Теперь